Добрый день, уважаемые коллеги. Я Башлыкова Ирина Валерьевна, учитель начальных классов школы-интерната номер 4 города Сыктывкара. И тема сегодняшнего вебинара – особенности составления специальной индивидуальной программы развития для детей со сложной структурой дефекта, вариант 1.4. В настоящее время при введении в деятельность образовательных организаций в ГОС, обучающихся с особыми образовательными потребностями, остро стоит вопрос о выборе адекватного маршрута для каждого ребенка. И вот сегодня мы с вами рассмотрим содержательные вопросы, такие как ключевые ориентиры в обучении детей со сложной структурой дефекта, специальная индивидуальная программа развития как новая форма планирования организации обучения детей со сложной структурой дефекта в специальной коррекционной школе или интерната номер 4 города Сыктывкара. И рассмотрим систему оценки достижений обучающимися со сложной структурой дефекта, планируемых результатов освоения специальной индивидуальной программы развития. Сегодня мы встречаемся с детьми с комплексными сложными нарушениями развития. Помимо глухоты, обучающиеся имеют умственную отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая сочетается с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы различной степени тяжести, текущими соматическими заболеваниями и психическими расстройствами. Изучив в ГОС-ОВЗ вариант программы 1.4 для образования детей, имеющих помимо глухоты другие тяжелые множественные нарушения развития, мы стали задаваться вопросом об эффективном коррекционном развивающем обучении. И ответы на волнующие вопросы мы имели возможность обсудить в городе Пскове на базе Федерального ресурсного центра на Всероссийской научно-практической конференции с директором Центра лечебной педагогики Андреем Михайловичем Царевым. И в ходе практики мы для себя выделили ключевые ориентиры коррекционно-развивающего обучения для детей с комплексом выраженных дополнительных первичных нарушений. И первый такой ориентир для нас – это формирование жизненной компетенции, формирование навыков самообслуживания и других практических умений, способствующих нормализации и улучшению ежедневной жизни, развитие самостоятельности. Второй ориентир – это формирование потребностей в общении, овладении средствами коммуникации с детьми и взрослыми. Мы используем альтернативную коммуникацию, это русский жестовый язык, дактильную форму речи, письменную и устную формы речи. Третий ориентир – это формирование интереса и мотивации к учению, раскрытие интересов и способностей ребенка в разных видах практической, художественной, эстетической деятельности. Четвертый ориентир – это более дифференцированное пошаговое обучение, высокая степень индивидуализации и использование обходных путей обучения. Пятый важный ориентир – это психологическое сопровождение семьи обучающегося, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательного учреждения. На начальном этапе коррекционно-развивающего обучения мы проводим индивидуальное обследование ребенка для выявления соотношения актуального уровня и потенциальных возможностей развития. И исходя из вышеуказанных ориентиров и результатов индивидуально-педагогического обследования ребенка, мы определяем специфические образовательные потребности ребенка в целях разработки специальной индивидуальной программы развития. Специальная индивидуальная программа развития – новая форма планирования организации обучения детей со сложной структурой дефекта в нашем образовательном учреждении. Замечательно, что появился удобный электронный ресурс УМК СИПР РФ.
учебно-методический комплекс по разработке и реализации специальной индивидуальной программы развития, созданный Псковским центром лечебной педагогики под руководством Андрея Михайловича Царева. Предлагаемый ВМК материал помогает нам планировать, осуществлять образование детей со сложной структурой дефекта с учетом их индивидуальных образовательных потребностей. Структура СИПР включает 9 разделов. Вверху на линеечке мы видим все эти 9 разделов. У нас СИПР разрабатывает экспертная группа, куда входят все специалисты, которые работают с конкретным ребенком. То есть осуществляем командный подход. Это и учитель класса, учитель-дефектолог, учитель русского жестового языка, учитель фонетической ритмики, учитель труда и физкультуры, психолог, воспитатели. И первый раздел – это общие сведения о ребенке. Заполняем обязательно заключение ПМПК. Оно является основанием разработки для специальной индивидуальной программы развития. По линеечке двигаемся во второй раздел. Это психолого-педагогическая характеристика обучающего на начало учебного года. Экспертная группа выявляет актуальное развитие, определяет зону ближайшего развития. Мы составляем характеристику описательного характера, стараемся, чтобы виден был ребенок. И, на наш взгляд, предложена в УМК полная, удобная схема характеристики. Схема представлена на слайде. Вы видите, что здесь 13 пунктов от особенностей раннего развития до конечного итога, до общих выводов. И при этой схеме складывается полностью картина развития ребенка. Далее, третий раздел, мы двигаемся по линеечке «Индивидуальный учебный план». Заполняется индивидуально под каждого ребенка. Самый объемный блок – это содержание учебных предметов и коррекционных курсов. Именно в нем формулируются образовательные задачи, актуальные для развития ребенка в течение учебного года. Очень важно выбрать образовательные задачи, формировать их так, чтобы в качестве ожидаемых результатов по каждому из них можно было провести текущую аттестацию в форме мониторинга. То есть, например, на слайде представлены документы содержания учебных предметов, коррекционных курсов, и мы видим, что по данным критериям можно провести текущую аттестацию. В содержании также заполняем раздел формирования базовых учебных действий. Вся программа представлена в УМК. Мы выбираем только актуальное для ребенка содержание. Нравственное развитие раздел. Прописываем только перечень задач, так как нравственное развитие полностью мы описываем в характеристике. Следующий раздел – это формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Прописываем только перечень задач. Педагогам, родителям видно, чему учим. Важный раздел в СИПР – это внеурочная деятельность. Одной из важных задач организации и проведения коррекционно-педагогической работы воспитателями во внеурочное время является формирование жизненной компетенции. На слайде представлено календарно-тематическое планирование воспитателей, и мы видим, что занятия спланированы на важную компетенцию, как формирование жизненной компетенции. Также обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями развития активно участвуют во всех школьных мероприятиях. В СИПРе мы прописываем мероприятия, уровень участия, кружки, какие посещает ребенок, возможные личностные результаты, предметные результаты и название рабочей программы. Пример представлен на слайде.
В практической работе, в практической деятельности, конечно, стараемся преимущественно использовать групповую форму. И как это реализуется, и, конечно, реализуется с учетом возможностей, мы можем увидеть из видеонарезок наших школьных мероприятий. То есть вся внеурочная деятельность реализуется с учетом возможностей. То есть на сцене обязательно это сопровождение взрослого, дополнительная альтернативная коммуникация, указательные жесты. Следующий раздел – это условия реализации потребностей в уходе и присмотре. Мы прописываем, кто ответственный за прием пищи, за гигиенические процедуры в течение дня и в какое время ребенок уходит домой. Прописываем перечень необходимых материалов и предметов для ухода. Следующий раздел – это специалисты, участвующие в разработке и реализации СИПР. Прописываем все в данную таблицу. Следующий раздел – задачи мероприятий и формы сотрудничества организации и семьи обучающегося. Заполняем все мероприятия и формы сотрудничества с родителями. Пример представлен на слайде. 8 раздел – технические средства и дидактические материалы, необходимые для реализации СИПР. Все прописываем в этом разделе. И 9 раздел – средства оценки динамики обучения в процессе мониторинга. На этом вопросе мы остановимся чуть поподробнее. Остановлюсь еще на том, что важный момент – это протокол обсуждения СИПР. Обязательно родителей знакомим с содержанием специальной индивидуальной программы развития, вносим дополнения, изменения на начало учебного года. И такой ключевой вопрос – это система оценки достижений обучающимися со сложной структурой дефекта, планируемых результатов освоения специальной индивидуальной программы развития по варианту 1.4. Оценка освоения СИПР происходит в ходе текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающегося. У нас применяется метод экспертной оценки. В ходе аттестации дается согласованная оценка достижений ребенка в сфере жизненных компетенций. Примеры представлены на слайде. Данные уровни, условные обозначения, носят рекомендательный характер. И для полноты оценки результатов освоения программы мы учитываем мнение родителей, законных представителей, поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах, школьной и семейной. В конце учебного года на основе анализа данных обучающегося экспертная группа составляет характеристику и делает выводы на следующий учебный год. И вот такое единое понимание, такой командный подход, единое понимание особенностей развития ребенка, его особых образовательных потребностей, совместные усилия по реализации рекомендаций ЦПМПК помогают каждому обучающемуся реализовать право на доступное образование. Благодарим за внимание. Если есть вопросы по специальной индивидуальной программе развития по заполнению, пишите на почту центра. Всего доброго, до свидания.